общественное совещание. На прошлой неделе мы провели ряд крупных мероприятий. Это Дальневосточный форум «Умный город. Комфортная среда», конференцию практическую, научно-практическую конференцию по линии муниципальных закупок и фестиваль «Зима начинается с Якутии». Я хотел бы поблагодарить оргкомитеты, которые принимали активное участие в проведении конференции «Умный город. Комфортная среда». Это оргуправление и проектное управление Лукин Михаил Михайлович. По муниципальным закупкам особая благодарность Светлане Декабриновне. И, конечно, по фестивалю «Зима начинается с Якутии» это департамент предпринимательства, управление культуры. Все прошло достаточно организованно, на высоком уровне. Так, пожалуйста, можем начинать, Евгений Александрович. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 20 пожаров. При происшедших пожарах, к сожалению, один погибший. На сегодняшний день количество пожаров составляет 1016, в прошлом году 293, гибель 17, в прошлом году 18, травмированных 15, в прошлом году 9. Работаем в штатном режиме, доклад закончен. Причины пожара установлены там, где погибшие есть? Причины пожара Ким Алексеевич может рассказать. Пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом всего проведено планово 4, внепланово 10 проверок. Составлено протоколов об административных правонарушениях 9. На должностных лиц 4 на сумму 30 тысяч рублей, на индивидуального предпринимателя 1 на сумму 15 тысяч рублей, на юридическое лицо 1 протокол на сумму 150 тысяч рублей. Предупреждений составлено на граждан 1 протокол, на должностных лиц 1 протокол и на юридические лица 2. Профилактических обследований проведено 5. Объектов жизнеобеспечения котельных проведено проверок 23. Торговых центров проведено 4 проверки. Также идет подготовка к новогодним праздникам, проводятся проверки объектов с массовым пребыванием людей. Что касается по причинам пожара, значит, у нас в основном, ну не в основном, а 100% гибель происходит в жилом секторе. Гибель происходит в жилом секторе, это короткое замыкание электрооборудования, электропроводов, неосторожность при курении, ну и эксплуатация печей и электронагревательных приборов. Еще хотелось бы отметить тот факт, что округа практически не делают профилактику, беседу с жильцами. Например, у нас вот каждую неделю сведения приходят, отчитываются одни и те же округа. Это Маган, Гагаринский округ и редко отправляется Исарский округ. Остальные округа практически не работают. У меня все, доклад закончен. Ким Алексеевич, представьте информацию, пожалуйста, вот по этой работе официально, хорошо? Принято. Николай Петрович, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые члены совещания. За неделю на территории города Якутска всего по оперативным данным зарегистрировано 27 сообщений о преступлениях. Раскрыто 18. Из них тяжкие, особо тяжких 8, раскрыто 7. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 28. Это 3 тяжких вреда здоровью, 1 грабеж, 16 краж, 2 мошенничества, 1 угон и 5 прочих преступлений. Установлено лица, совершивших преступления, 47. Из них ранее судимыми 17, женщинами 6, несовершеннолетними 2. Поступило сообщение о без пропавших 10, в том числе несовершеннолетних 3. Установлено без пропавших 10, 3 из которых были объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 3, 2 из которых также были объявлены в течение недели. На сегодняшний день ненайденных несовершеннолетних нету. Объявлено в рост преступников 1, из ранее объявленных установлено 8. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 4, суицидов 2 на 2. По системе «Безопасный город» выявлено 3 факта административных правонарушений, раскрыто 4 преступления.
По системе гражданин полиции сообщений не поступало. План перехват вводился один раз, транспорт задержан. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 44 человека. В СНП помещено 2 несовершеннолетних. В изоляторе временного содержания задержано за неделю 12 человек. Из них арестовано 7, под домашним арестом 1. Всего за неделю отделами и подразделениями составлено 1400 протоколов. За неделю на территории было проведено 10 массовых мероприятий, 1 публичное, 4 спортивных и 5 иных, в которых приняло участие 7383 человека. На охрану общественного порядка было задействовано 228 сотрудников органов внутренних дел, 96 сотрудников Росгвардии, 40 работников ЧОП-ГРУ, 2 работника ЧОП Аузум и 50 народной дружины университета. И хотелось бы внести как предложение или что ли. У нас при проверке спортивных объектов выявлено, что отсутствует вообще частное охранное предприятие. То есть ни договоров с частным охранным предприятием не заключено. Везде стоят у нас, скажем, бабушки, дедушки. Вот факт того, что в Мадуне был у нас неадекватный гражданин с ножом, вот конкретно показало, что отсутствие ЧОП приводит к таким вот последствиям. Доклад закончен. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Борис Абулаевич. Доброе утро. Значит, оперативная обстановка на обслуживание объекта транспортного комплекса Якутского гарнизона оставалась стабильной, находилась под контролем служб управления. Значит, за истекшую неделю зарегистрировано 10 и поставлено 10 преступлений, все они раскрыты. Значит, выявлено административное правонарушение 94, за нарушение правил поведения на транспорте 3, за нарушение миграционного законодательства 8, значит, с помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 20 административных правонарушений, наложено административных штрафов 36, с учетом ранее наложенных взыскано 47 тысяч штрафов. По докладу все. Спасибо, Сергей Николаевич. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранений получили 9 человек. Если по видам поделить, то у нас получается 5 столкновений, 1 наезд на пешехода и наезд на препятствие. В целях профилактики ДТП выявлено 769 правонарушений, из них в отношении трезвых водителей 14. На специализированную стоянку доставлено 25 автомашин. За невыполнение требований дорожного знака привлечено 3 водителя грузовых автомобилей. По выявленным недостаткам УДС выдано 14 предписаний. По линии технического надзора к административной ответственности привлечено 4 должностных лица. Личным составом госавтоинспекции обеспечена безопасность дорожного движения в период рабочей поездки полномочного представителя президента Российской Федерации по ДФО и выходные дни в период проведения фестиваля «Зима начинается с Якутии». Доклад окончен. Скажите, в ДТП там оказало ли влияние состояние дорожного полотна? Нет, в основном здесь у нас идет сопутствующее нарушение, это водитель. Еще раз? Невнимательность водителя. Понятно. Кирилл, пожалуйста. По переправе что у нас там, Хатаса-Павловск-то? Хатаса-Павловск у нас переправа официально открыта была в пятницу, 12 часов, до 3 тонн. А там что там, вот машина провалилась, она перегруз у нее был или что? Да, у него был перегруз, более 5 тонн был, со стороны Нижних Бестяха следовали. Кирилл. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 18 проверок. На данный момент наложено 5 штрафов на сумму 2500 рублей. Продолжается работа по обращениям граждан в округах города. Обращения поступают в рамках разливов нечистот и прорывов канализационных труб. Также ведется работа с лесничествами по проверкам земельных участков, выделенных в рамках выделения земельных участков по дальневосточному гектару. Ну и текущая работа.
Спасибо. Пожалуйста, Григорий Александрович. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппами ОРВИ в городе Якутске за 47-ю неделю. Показатель заболеваемости на 13,5% ниже недельного эпидемического порога. За 4 дня прошлой недели в городе Якутске показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 32,2%. В городе Якутске в течение 48 недели решения о полном и частичном приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях принимались в 8 школах. Решение о полном закрытии школы в средней общеобразовательной школе номер 27, всего учащихся 1808, и в 7 средних общеобразовательных учреждениях. Это 1, 6, 12, 15, 22, 27, 29 школы. Решения принимались о закрытии от 1 до 3 классов. Итого, таким образом, на 48-й неделе не посещали занятия 2153 учащихся в 8 школах города. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за прошлую неделю выдано 1137 заключений по местам накопления твердых коммунальных отходов. Управлением за прошлую неделю рассмотрено 8 дел об административном правонарушении в отношении 2 граждан, 4 должностных лиц, 2 юридических лиц. Назначено 4 предупреждения и наложено административный штраф на общую сумму 17,5 тысяч рублей. Доклад окончен. Спасибо. Можете быть свободны. Так, служба эксплуатации городского хозяйства, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. По разработке схем газоснабжения высокого давления нами получены предварительные схемы. В настоящее время смотрим, проверяем. Также направлены наши городские службы, это в Департамент градостроительства, Управление архитектуры. Напоминаю, что срок у нас по контракту это 6 декабря. Также по схемам низкого давления нами подготовлено техническое задание, направлено в проектной организации для формирования начальной максимальной цены контракта. В рамках во исполнение распоряжения главы города о передаче полномочий с управления образования нами в службе эксплуатации городского хозяйства организована рабочая группа. В рамках работы рабочей группы нами направлен запрос в адрес управления образования о предоставлении документов. Сейчас ждем вот этих документов. Также совместно с Департаментом инвестиций, Управой строительного округа, МАРХИ, с инвестором обсуждены варианты строительства бань на территории города Якутск, городского округа города Якутск. Предварительно предложено 4 варианта размещения. Это в 4-м квартале, в Табаге и в Мархе. У меня кратко все. Аял Анатольевич, вот под руководством Романа Сергеевич, он с участием управ и еще кто вам нужен будет? Управление образования и департамент СМИ. Проведите работу и подготовьте проект распоряжения о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности в жилищном фонде. Нужно охватить, понятно, население, тем более декабрь, у нас праздники на носу. Детей надо охватить, чтобы они донесли эту информацию до родителей. Особенно работу надо тщательно провести там, где деревянный жилищный фонд у нас. И подготовите предложение на период 2020-2021 года по продолжению работы по оснащению датчиками. Хорошо, Роман Сергеевич? Так, присаживайтесь, пожалуйста. Горсвет здесь? Так, хорошо, пришел. Якутдорстрой. Доброе утро, уважаемые коллеги. Так, предприятие работает в штатном режиме. Все работы производятся согласно графикам производства работ. За прошедшую неделю было вывезено около 12 тысяч кубометров снега. Всего за сезон с 9 октября по 1 декабря вывезено около 62 тысяч кубометров снега. По данным АГМС,
По данным ГМС за первую декаду ноября месяца превышение норм осадков у нас составило около 217%, за вторую декаду около 150% снега. Спасибо. Так, экосети здесь или нет? Экосети нет. Так, по транспорту, пожалуйста, информацию. Светлана Николаевна. У вас нет информации, да? А что случилось у нас с транспортом? Просто вчера закончилось мероприятие очень поздно, и у меня информации, к сожалению, нет. Так, Я ясно. предоставлю вам. Союз авто здесь? Союз авто. Дайте информацию. Добрый день. За прошедшую неделю графики выполнены на 91%. 2 ДТП. У меня все. ДТП, причины и разбор. Занимается там сейчас по безопасности инженера. Причины неизвестны. Ну, причины там легкие такие, скажем, ДТП. Что? Легкие ДТП, как бы без повреждения на остановках там. Разбираем. Так, понятно, присаживайтесь. Сергей Николаевич здесь. Доброе утро. Предприятие отработало в штатном режиме. За неделю выполнено 1846 рейсов, 8 рейсов не выполнены по техническим неисправности. Онлайн-табло работает 40 штук, а остальные в работе устанавливаем. Ну, когда закончите? Ну, там определенные сложности с подключением электроэнергии. До конца года, я думаю, все 100% будут висеть. Там их осталось всего разместить 7 штук. Давайте мы вам 10 дней дадим. Хорошо. До 10 декабря, точнее, да? Потом проинформируете, хорошо? Хорошо. Так, присаживайтесь. Жилкомсервис, пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период отловлено 144 безнадзорных животных, вывезено более 15 тысяч кубов жидких бытовых отходов. На городской полигон принято более 13 тысяч твердокоммунальных отходов. А экосети с вами пока не рассчитываются, да? Или... Нет, оплаты от экосетей нет, в наш адрес не поступало. Более того, очень остро стоит ситуация с вывозом ТКО из неблагоустроенного и частично благоустроенного фонда. По поручению руководства блока ЖКХ Романа Сергеевича Сардана Владимировна были составлены акты об указанных случаях. Информация направлена. Насколько нам всем известно, сегодня завершились публичные слушания по внесению изменений в территориальную схему обращения с ТКО. И сегодня у нас существуют риски, что дома частично неблагоустроенные и неблагоустроенные будут из этой схемы исключены. Указанное свидетельствует о том, что нам сегодня нужно хорошо организоваться и подумать, как мы будем вывозить образуемые отходы из указанного сектора. Ну, в рамках тех поручений, которые я давал, вот совместно с Департаментом экономики, вы подготовьте расчеты и объемы. Хорошо? Да. Там нужно будет посмотреть экономически обоснованные расходы на вывоз ТКО из неблагоустроенного фонда и фактически, что люди оплачивают. Угу. Из положительных моментов мы установили более 30 штук емкостей для сбора жидких бытовых отходов. Сегодня у нас в тяжелых кварталах, 17-й квартал, в отдельных районах еще города осуществляется сортировка отходов, да, на жидкие бытовые и твердые коммунальные. Пока сегодня вывозится все нашими силами. Совместно с Департаментом ЖКХ подготовьте обращение по факту публичных слушаний. Предложения наши, хорошо? О неисключении из схемы ТКО. Угу. Принято. Так, управление образованием, пожалуйста. Учебно-воспитательный процесс в городе идет по плану. По школам заболеваемость 7,6%. Про 27-ю школу сказали, что вся школа учебный процесс приостановлен. В дошкольных образовательных учреждениях у нас заболеваемость 18%, 11 групп на карантине, из них 6 по ветряной оспе. На прошлой неделе мы завершили
муниципальный этап олимпиад, предметных олимпиад. Также в субботу провели муниципальный этап научно-практической конференции «Шаг в будущее». Спасибо, присаживайтесь. Управление спорта есть? Доброе утро. Ну, все спортивные мероприятия в рамках фестиваля «Зима начинается в Шахуте» прошли. У нас получилось по скандинавской ходьбе чуть начало задержали, потому что в программе было в одном 17, в другом 16 часов начала. Но народ принял активное участие. На этой неделе у нас чемпионат города по болевой стрельбе, и также готовимся к подведению итогов года. Грацию. Так, хорошо. Вам надо совместно с Департаментом экономики до конца года, ну, даже желательно до 20 декабря, план по внебюджетной деятельности сделать. Да, хорошо? понятно. И в рамках этого рассмотреть расходы на ЧОПы в ваших учреждениях. Ну, у нас план к внебюджетной деятельности уже 3,5 миллиона. Он утвержден? Нет, Утвержден? мы направили Департамент финансов и экономики. Хорошо. Ну вот рассмотреть совместно и утвердить, и найти источники для расчетов с ЧОПами. Хорошо? С частными охранными предприятиями. Постараемся. Так, пожалуйста, административная комиссия. Доброе утро. На прошлой неделе состояли протоколы Автодорожный 1, Гагаринский 0, Губинский 3, Октябрьский 0, Промышленный 6, Сайсярский 0, Строительный 6, Центральный 0 и административная комиссия 1. Всего составили 17 протоколов на прошлой неделе, то есть за неделю 17, всего за год составили 1796, а в прошлом году за этот период 669. И составленных на этой неделе, на прошлой неделе протоколов по 3.5.6, то есть по нарушению тишины и покоя граждан, по статье 6.9, то есть по размещению временных торговых объектов 7, и по 6.25, то есть по нарушению требований правил уборки территорий 4. Следующий слайд. Предписание вынесено Автодорожный округ 4, Гагаринский 2, Губинский 11, Октябрьский 0, Промышленный 2, Сайсярский 8, Строительный 3 и Центральный 0. Всего за неделю вынесено предписание 34. Из них в отношении управляющей компании 8, исполнено предписаний 34. Всего за год вынесено 2763, из них исполнено 2626 и в работе находится 137. Как видно, хотелось бы сказать, что некоторые округа в течение нескольких недель уже не составляют протоколы и предписания не выносят. Это Гагаринский округ, Октябрьский, Сайсярский и Центральный. У меня все. Так, по рекоператору это Роспотребнадзор. Росприроднадзор, да? Угу. Так, хорошо. А причины какие, то, что вот с этих округов нету? Ну, Гагаринский у них понятная причина. Октябрьский не знаю. Понятная причина какая? Гагаринский у них там нет начальника, лица, уполномоченного составлять протокол. И Сайсярский у них в отпуске, а Октябрьский, Центральный, не знаю. Хорошо, ну по Гагаринскому надо поправить эту ситуацию кадрового управления. Посмотрите, что там, человека не хватает, что ли? Нет, он там начальник, исполняющий обязанности. Исполняющий обязанности. И он не Он имеет права. Не имеет права подписывать протокол. До каких пор? Пока не назначит. Ясно. Ну, по Сайсярскому тогда надо разобраться. Если человек в отпуск уходит, работа не должна останавливаться. Кадровое управление. Разберитесь, пожалуйста. Так, все, присаживайтесь. Управление муниципальных закупок. Управление муниципального контроля. Доброе утро. Информация по обращениям, поступившего в управление муниципального контроля за прошлую неделю. Поступило 101 обращение, больше всего с Департамента имущественных и земельных отношений 46. Направлено ответов за текущую неделю 117 и в Департамент имущественных и земельных отношений 39. По обследованиям земельных участков. Следующий слайд, пожалуйста. В прошлом году обследовано 3064, на 2019 год, на текущую неделю
3537. Из этих актов мы направили в правовой департамент 161 для подачи исков в суд. За текущую неделю обследовано 79 земельных участков. Из них выявлено 22 самовольное занятие земельного участка и 3 нецелевое использование. По административному регламенту составлено 39 актов и самовольное занятие 3. И нецелевое использование земельного участка 1. Следующий. По проверкам. Проверки у нас в основном по 2 статьям Кодекса административных правонарушений. Это 7.1 самовольное занятие и нецелевое использование 8.8 земельных участков. В 2018 году 103, на текущую дату текущего года 299. За отчетную неделю проведено 7 плановых проверок, из них самовольное занятие земельных участков 3. По статье 8.8 нецелевое за прошлую неделю у нас 0. Следующий. По принятию мер административных правонарушений, возбужденных дело Росреестром, по штрафам прошлого года было наложено 425 тысяч рублей, с начала года 625. За прошлую неделю мы получили 7 материалов, наложено штрафов на сумму 45 тысяч. И по прошлой неделе по 2 статьям в отношении одного земельного участка 7.1 и 8.8 было наложено административных взысканий на землепользователей. Кратко все. Анна Николаевна, проведите сверку с департаментом ЖКХ по разрешениям, выданным на вырубку. Так? Еще раз. По разрешениям, выданным на вырубку лесов. Пояснить ситуацию? Нет, проведите с ними сверку. Сверку проведите, да, хорошо. Сверку проведите и проверьте, пожалуйста, эти участки, по которым выдавались разрешения. Так, спасибо. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе департамент отработал в плановом режиме. Министерством строительства у нас состоялось совещание по вводу жилья в Республике Саха-Якутия. В городе Якутске по сегодняшний день ввод примерно составляет 260 тысяч квадратных метров. Также состоялась встреча по проблемному объекту ССК. У них сейчас необходимо решить земельные вопросы. Работа идет в плановом режиме. По Короленко 25 поступила очередная заявка. Будем смотреть на этой неделе. Ну и у нас завершен прием документов. Сейчас, подождите, Динара Михайловна. Вот каждый раз у вас заявки приходят, да, по Короленко? Вы каждый раз их возвращаете? Да. С мотивированным отказом. Так, понятно. Так, и на прошлой неделе у нас завершился прием документов обманутых, пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков. Все документы переданы в Минстрой для выплаты. Коротко все. И скажите, пожалуйста, по Красильникову, по Рыдзинского. Там ситуация такая же пока. Красильникова 4/3, они должны были подать заявку на земельный участок. Не могу отчитаться за земельщиков. Так, понятно. Ну, Евгений Николаевич, просьба на контроле держать все-таки. Как мы там движемся, хорошо? Присаживайтесь. Управление архитектуры. Доброе утро. На прошлой неделе у нас на сессии приняты 2 наших нормативно-правовых акта. Из них правила землепользования, застройки и присвоения наименованием улицы. На этой неделе мы по правилам готовим документы уже на следующую декабрьскую сессию. Сегодня проводим публичные слушания. По проектам планировки также вышло 1 распоряжение о публичных слушаниях. За неделю принято 28 заявлений. Рабочие группы не проведены, так как участвовали на форуме. Так, по формированию комфортной среды объявился победитель по тендеру на проектно-сметную документацию парка. Есть вероятность срыва, потому что снизили стоимость на 2 раза, получается. Объемы очень большие, будем смотреть. Ну и разрабатывается проектно-сметная документация дворовых территорий следующего года. И те проекты, которые есть в наличии, мы подали на рассмотрение экспертной комиссии Управления архитектуры Республики, для федерального финансирования. В целом так. По земельным участкам, которые у нас выведены из лесного фонда, работа начата по планированию?
Так, ну здесь у нас за счет лимитов следующего года необходимо сделать проекты планировки межевания лесного фонда, который перевели. Хорошо, приступайте к этой работе, делайте техническое задание. Хорошо. Отыгрывайте. Да. Так, хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Агентство земельных отношений. Доброе утро. Исполнение кассового плана у нас 64,35% по аренде. На прошлой неделе обращение поступило 174, через портал 34. Нарушение сроков в предоставлении муниципальных услуг отсутствует. Значит, ситуация по ПЗЗ остается такой же, как и была на прошлой неделе. Значит, с 1 января 2020 года у нас переходит полномочия по принятию решений о предоставлении земельных участков в собственность для юридических и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На прошлой неделе состоялось совещание, мы должны с МИЗО подписать соглашение, чтобы те обращения, которые поступили в МИЗО и были в работе, они нам его после 1 января 2020 года передают. Мы его начинаем, если даже он на стадии подготовки договора, мы его обратно откатываем до экспертизы, до этапа экспертизы. И будем так рассматривать. Ну, по статистике, в принципе, в месяц где-то от 5 до 7 заявлений поступает, но, возможно, к Новому году чуть больше будет. Так, хорошо. Все. Присаживайтесь. Управление дорог. Добрый день. Работа ведется в штатном режиме. Идет работа по приемке объектов в рамках реализации нацпроекта. Также ведется работа по изменению паспорта нацпроекта, в том числе и 2020 год. Сейчас идет Тверска, специалист управления дорог направлен в город Москва, командирован в части внесения изменений. Также готовимся к совещанию на уровне Асена Сергеевича Николаева в части также планов 2020 года, который состоится в среду. Так, все в штатном режиме. Так, тогда план вы уже направили первому заместителю председателя правительства Колодезникову? Сегодня направим. Так, сегодня вам надо обязательно направить с учетом вот, тех изменений, которые мы обсуждали на прошлом неделе. Да, по аэропорту. Да. По дополнительным источникам со стороны Дорожного фонда республики, по ПСД. Да? И не забывайте вместе с департаментом градостроительства про аэропорт. Ну, принято. Так, хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, пожалуйста, Евгений Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Значит, строительный блок отработал в штатном режиме. На прошлой неделе, значит, были проведены ряд совещаний по корректировке 2020 года из-за ситуации с водоотведением взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутск. Значит, также на прошлой неделе проведена встреча с застройщиками под председательством главы города и с участием Общественной палаты города Якутска. Все остальные вопросы в штатном режиме к обсуждению на планерном совещании не имею. Спасибо. Роман Сергеевич. Доброе утро. На прошлой неделе было проведено ряд совещаний и встреч с жителями, связанных, к сожалению, с вопросами пожарной обстановки, даны соответствующие поручения. Все остальное в рабочем порядке. Так, ну у меня такая просьба, Роман Сергеевич, вместе с Сайсарской управой, промышленной и строительной, автодорожной по ТКО в неблагоустроенном фонде продолжить работу по фиксации, да, переполненности и работать с Росприроднадзором. Отработаем. Что? Хорошо. Так, далее у меня, значит, вот кадровое управление и единый кадровый центр. У нас 1 декабря прошло, это был срок оплаты налогов физических лиц, налог на имущество и земельный налог, транспортный налог. Поэтому просьба по муниципальным служащим
руководителям бюджетных учреждений, казенных учреждений, начальникам территориальных управлений пригородов и округов собрать и представить мне информацию об оплате. Также такую же работу надо провести в муниципальных бюджетных учреждениях по персоналу. Все, кто не оплатил, я считаю, будет, ну, мы проговорим с вами, с каждым. Кто не оплачивает, по какой причине, укажите, пожалуйста. Если у вас там тяжелое финансовое положение, распишите его. Но если причины другие, то будем смотреть отдельно. Так, кадровое управление, единый кадровый центр здесь. Задачу поняли, да? Так, хорошо, спасибо. Пожалуйста, Альберт Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. 27 ноября завершилась 11-я очередная сессия Якутской городской думы. Начался период подготовки к 12-й очередной сессии, которая состоится 25 декабря. Напоминаю, что 5 декабря, в четверг, последний день приема материалов на 12-ю очередную сессию Якутской городской думы. Эта сессия будет последней в уходящем году. Прошу структурные подразделения окружной администрации заблаговременно внести все материалы. Сообщаю, что 5 декабря запланированы депутатские слушания по реализации национальных проектов на территории городского округа города Якутск. В рамках слушаний запланированы доклады исполняющего обязанности главы городского округа города Якутск Трофимова Максима Макаровича, а также руководителя департамента процессного и проектного управления администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики, членовой Натальи Владимировны. Прошу всех заинтересованных принять участие. На текущей неделе планировалась рабочая встреча по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» совместно с Управлением дорог и окружной администрации. Однако в очередной раз Валерий Ефанович Домотов, сославшись на занятость, отложил проведение встречи. С конца октября Якутское местное отделение партии «Единая Россия» неоднократно направляло письма об организации встречи, которые под различными предлогами были оставлены без внимания. Также хочу отметить, что у депутатов имеются вопросы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этой связи прошу все же найти время для встречи с депутатами и провести встречу. Хотелось бы обратить внимание руководителя аппарата окружной администрации города на исполнительскую дисциплину структурных подразделений администрации. К примеру, скажу, что направлял письмо в адрес главы города еще 3 октября. Письмо отписано до исполнения Управления культуры и духовного развития, входящий номер 726/СЭФ. Ответ до сих пор не получен. Прошло 2 месяца. Также несколькими депутатами были высказаны замечания по несвоевременным ответам со стороны окружной администрации. Если нарушаются сроки ответов на запросы депутатов, то боюсь предположить, как обстоят дела с письмами и обращениями простых горожан. Прошу разобраться в ситуации. Спасибо за внимание. Так, спасибо, Альберт Николаевич. Значит, по обращению от 3 октября я прошу управление текущего контроля дать мне информацию. И управление дорог после совещания в среду у главы, да, я предлагаю все-таки с депутатом провести слушание. Альберт Николаевич, возражаете? Так, хорошо. Всем спасибо за работу.